Сотрудники ГИБДД останавливают прежде всего те машины, водители которых не надевают ремень безопасности, а также проверяют наличие детского кресла при перевозке маленьких детей. Многие автолюбители пренебрегают этими правилами, а другие нарушают неосознанно. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, и водителей ждет соответствующее наказание. Первый нарушитель не заставил себя долго ждать. Инспектор ДПС Бесаев, вы не пристегнули ремень безопасности. Почему не пристегнули ремень безопасности? А? Вы знаете, сколько других раз происшествий в республике у нас произошло? Для отсутствия ремня безопасности и получить телесное повреждение людей. Но, к счастью, на каждого нарушителя найдется с десяток законопослушных автолюбителей, которые понимают, что, соблюдая все правила на дорогах, они обезопасят не только себя, но и остальных участников дорожного движения. Правила лельбесек. Нет поступить демегидде, вахсак хавари. Но сыхал ди лаяк каска сыхал. Машина ждук ми унягат. Зама бабер лорбал дец, шортик дил дец. Вей уажбы дивей лордериш. Уажбы ансе наха бал цебеш. Мы против дорожно-транспортных происшествий. Именно с таким лозунгом курсанты автошколы Евлой пытаются довести до сознания водителей, что они, только обучаясь вождению, уже знают, насколько опасно пренебрегать дорожными правилами. А опытным водителям нужно тем более задуматься и не подвергать опасности других людей. Раздаем вот такие буклеты. Они оповещают водителей о возможной опасности на дороге, о том, что надо делать, чтобы предотвратить те или иные последствия. И клеим вот такие вот наклейки. Предупреждаем водителей, чтобы они меньше нарушали правила и чтобы в основном пристегивались хотя бы. На автолюбителей хотят воздействовать и с религиозной точки зрения. Недаром одно из названий сегодняшней акции «Мусульманин за рулем». Над этим стоит задуматься. Большинство исламских ученых едины во мнении, что несоблюдение правил дорожного движения является греховным, так как водитель может нанести вред не только себе, но и другим, или даже повлечь за собой смерть человека. По исламу, если в результате ДТП сам водитель погибнет, это равноценно самоубийству, а убийство другого человека приравнено к убийству всего человечества. По данным ГИБДД, основные причины ДТП остаются все теми же. Превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения и перевозка пассажиров без ремня безопасности и без детского удерживающего кресел. Мы сегодня проводим профилактические беседы с водителями и взносы нарушителя также наказываем, составляем административные материалы в отношении водителя, который привозит детей без детского удерживающего устройства. С начала этого года в нашей республике произошло 15 аварий, в которых пострадало 28 человек, 3 из которых, к сожалению, погибли. Организаторы сегодняшнего мероприятия надеются, что нарушители одумаются и подобные акции помогут исправить ситуацию на наших дорогах в лучшую сторону. Михаил Тангиев, Ахмед Горбаков, Новости 24.